С завтрашнего дня, 15 апреля и по 1 июня, Россия ограничит регулярные и чартерные авиасообщения с Турцией. Сохраняются всего 2 рейса в неделю – Москва-Стамбул и обратно. Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России в минувший понедельник. И, конечно, эту новость совсем не радостно восприняли туристы, которые намеревались этой весной провести свой отпуск на турецком берегу. В срочном порядке турагентства ищут альтернативные варианты для своих клиентов, но далеко не все готовы применять горячий песок зарубежья на прохладный морской воздух Краснодара. В теме разбиралась Анна Зубарева. Для сравнения возьмем цифры по заболеваемости. В России на 100 тысяч населения 45 заразившихся. В Турции из того же количества 455. Это в 10 раз больше. Из Турецкой республики наши граждане привозят самые разные мутировавшие штаммы. А потому решение закрытия границ для туристов – мера вынужденная. Оперативно начали действовать сами туристы, турагентства, туроператоры и авиакомпании. Например, 7 тысяч клиентов «Победы» уже успели улететь на отдых. Мы всех своих клиентов вернем домой, пусть даже путем огромных расходов для нашей компании. Сейчас готовим график вывозных рейсов. Согласно рекомендациям правительства, турагентства вынуждены предлагать туристам либо замену направления, либо перенос срока заезда на другие даты. Никто, конечно, не в восторге. Знаете, у меня такое ощущение, что наш народ уже готов на все. Очень сложно. Они прекрасно понимают сложившуюся ситуацию. У них выхода нет. Сначала возмущаются, но потом понимают, находим ту дату, то направление, которое им устраивает. Из альтернативных вариантов сейчас только Арабские Эмираты и Кипр. Но, надо сказать, туры получаются существенно дороже. Тунис и Египет называют настоящим потенциальным спасением, сразу как будет получено разрешение на чартерные рейсы. А пока без них. Спросите, а что же с русским югом? Ответ один – он не резиновый. С Россией все сложно, в России мало мест. Даже на конец лета, на конец августа, начало сентября такие не очень дорогие, но качественные объекты размещения, они уже заполнены. Есть еще один нюанс. При выборе путешественникам переноса своей путевки на другие даты, скорее всего, изменятся суммы. Отдых в Турции летом обойдется примерно на четверть дороже, чем в апреле или мае, а значит, доплата будет существенной. Понимая это, некоторые туристы решаются аннулировать тур и просят возврат своих денег. И часто сталкиваются с еще одной проблемой. Пока туроператоры в своем регламенте по переносам и каким-то заменам туров, если предложенные варианты альтернативные не устраивают, то мы вам вернем деньги. Такого пункта не существует. Но даже при этом у туристов никто не отнимал право запросить возврат денежных средств. Если туроператор не идет навстречу, заниматься этим придется уже, скорее всего, через суд. Анна Зубарева, Наталья Юрина, Павел Люлянмин, Олег Костромин, телеканал Юрган.